В общем, мне в этом вот меньше, чем через месяц мне будет 50. То есть уже на пенсию выходить. Хэп кораб колоработ кыстах пэт, старший 26, младший 19. Уже вспоминаю, сколько лет кому, да? И по образованию я сама экономист. После института примерно Уончагал Курдук, вот с 96-го года, 8 где-то с лишним лет я работала на производстве. Слышали, наверное, компания Сахабулт, это Белергипола, вот там я работала. И потом был у меня опыт традиционного бизнеса день, да, продуктовый магазин мы держали. В общем, я ушла с наемной работы уже сколько лет назад, получается, посчитайте, пожалуйста, 18 лет назад. Нормально, да? И с тех пор в полном свободном плавании. Вот в последние годы, уже довольно-таки нормально лет, я работаю вот так вот, сидя дома, удаленно день. Ну, Паша Куртук. И мама в понимании многих людей это как-то вот, чтобы деньги приходили, надо куда-то идти на работу ходить. И чтобы там был кабинет, и ты сидишь в этом кабинете, чтобы к тебе постучались. Вот это работа, как бы, да. Ну, конкретно что-то делать. Ладно, об этом потом. Сегодня была кожа тугнен капсетаби титириден. Кожа тугнен. Кстати, я же работала в Сахабулте, и я эту кожу видела, когда этих коров привозили кожу. Так что тири для меня, для Сахалы тириден, вот тоді кожа. Сирей тиритеден болар. Где? У меня немного ассоциаций другие, поэтому я сегодня буду говорить кожа. Да, пожалуйста, дайте мне обратную связь, как меня слышно. И ничего, если я все-таки перейду на русский язык. Мне так будет очень комфортно. Но Сахалы, пожалуйста, я буду отвечать. Паша, а то я буду путаться очень сильно. Хорошо. Ага. Договорились, да? Кто-нибудь дайте, там, Надежда Савина, кто-нибудь скажите, окей, хотя бы. Хорошо. Да, можно и по-русски, да. А? Можно по-русски. Да, конечно. И так информацию я более, наверное, грамотно, наверное, я передам. Потому что я, как Паша, не умею. Это не красиво. Так, значит, то, что мне будет уже 50, мне в это мало верится, потому что в душе есть у меня такая шутка, я себя до сих пор чувствую девицей. И у меня брат, когда я говорю, у меня брат у всех охочет девица. Но это шутка такая. Но тем не менее, ощущения внутренние, конечно, у меня вообще никак не на 50, потому что вообще, в принципе, оказывается, можно я не знаю, как внешне, но внутренне я себя чувствую гораздо моложе. Внутренне. И вот и в 50 лет можно выглядеть, и на 45, и даже на 40. В 40 лет можно выглядеть на 30, да, и так далее. И в 50 можно выглядеть на 35, а в 60 на 50. Это все зависит от чего? В принципе, да, я, наверное, начну даже не с этого. Я начну с того, откуда у меня было вот это вот очень серьезное прозрение, понимание. Я вам покажу несколько слайдов, чтобы вы тоже понимали, да, чуть позже. Оно пошло... Нет, я раньше все знала, интересовалась уходом. Я начала ухаживать за собой где-то более основательно, но, наверное, где-то около 10 лет назад, где-то лет в 40 я начала за собой более-менее ухаживать. А вообще основательно я за собой начала ухаживать, наверное, лет 6 назад. Вообще уже конкретно комплексами. До этого так вот, да. И основное понимание мне пришло, когда я в 19 году, сейчас я время засекаю, чтобы сильно много, то я могу до ночи говорить, в 19 году, в декабре, это как раз, да, в начале декабря пандемия, и меня пригласили в Швецию, и я в составе небольшой делегации из России. Кстати, у нас была в целом делегация там 20 человек, и я с эти времена вспоминаю
с такой ностальгией, 19-й год, когда все мы дружили, но сейчас об этом не буду говорить, но, тем не менее, я скажу, у нас была делегация 10 человек из России, всего лишь 10, по-моему, 4 примерно человека были с Украины, женщины все были, 3, и по 3 Беларусь и Казахстан. Вот такая у нас делегация, и мы все очень хорошо там провели время в Стокгольме, в Швеции. И это была поездка конкретно в Институт исследования кожи. И вы, наверное, Паша, наверное, уже сказала, да, с какой организацией мы давно и плодотворно сотрудничаем, да, это с Oriflame, и я вам хочу сказать, что Oriflame является, вот даже смотрите, да, вот зайдите в интернет и наберите там Институт исследования кожи. И такой институт, он в принципе один, и он принадлежит компании Oriflame, находится он в Стокгольме, и вот я там была. Ну, там, конечно, еще ниже ищите, и там есть какой-то второй еще институт, в Германии, в каком-то городе есть тоже институт, оказывается, я об этом недавно узнала. Но, во всяком случае, мощнейший и крупнейший институт исследования кожи, то есть конкретно Теренюэретер институт, он находится в Стокгольме, и он принадлежит в собственности Oriflame. Вот. И это была классная поездка. Я сейчас поставлю пару слайдов, несколько буквально, про эту поездку, да, потому что это очень важно. И скажу, наверное, пару слов про Швецию. Вообще в Швеции кто-нибудь был? Дайте, пожалуйста, скажите, кем Швеция, 15-13 участников. Кто-нибудь был в Швеции? Не было никого, да? Да, вот обязательно, ну, когда-нибудь, надеюсь, все нормализуется, и мы снова будем ездить спокойно и в Швецию, и везде. Скажите, да? Оля, видео Мгм. көрбүтүм. Шведтер Ага. тустанан просто айсатынан тарабки. Да, я вам сейчас хочу показать. Ой, подождите-ка. Что такое? Слайд хоббунда. Я хотела включить свои... А я же не могу слайды тут включать. Я не админ типа, да? Так. Я вообще где? Меня вообще слышно? Ага. А я не могу слайд. Так, 3 Не точки. транслировать Трансляция. экран. Все, нашла. Все, начать трансляцию. И вот с этого момента я уже вас видеть не буду. Я буду видеть только то, что я показываю в своем этом телефона. Так, чуть-чуть атын хоғысабет. Көстер де? Көстер. Мана қайдақ кіна бұны? Мне нужно вот так сделать, наверное. Сейчас, подождите. Одя, как мне сделать назад кнопку? Все. Так, меня пока все еще слышно, где? Где-то я тут сделала тот самый картинки. Да. Ну вот, это Стокгольм, это город такой... Ну, вообще, я была в нескольких европейских городах, тоже вместе с Oriflame, эти все бесплатные поездки очень крутые. И Стокгольм, шведы, это Швеция, небольшая страна в Европе, но самое, знаете, что интересно, да, чтобы вы понимали, откуда родом вот это все продукты, которые мы пользуемся, да, эта страна, наверное, одна из самых экологичных стран в Европе, возможно, даже в мире, да, потому что шведы очень сильно озабочены вот природой, вот этой всей, когда там с аэропорта едешь до Стокгольма, и там прямо это огромные такие, на много километров, и тайга, он олбор, сеточные такие вот ограждения на много километров. Это чтобы у них лоси не бегали по дороге, потому что там огромное количество животных вообще живет в этой Швеции, в маленькой стране. И они очень сильно заботятся об этом всем. Ладно, забота о природе, понятно. Шведы очень сильно заботятся о здоровье своей нации.
я не видела ни одного. Я вообще в Швеции была 2 раза. Это была моя вторая поездка в Швецию, вот в декабре 2019 года. А до этого, несколькими годами ранее, я была в Швеции, тоже в Стокгольме, и на самой фабрике, на заводе Oriflame, которая в Швеции находится. Вообще в Oriflame несколько заводов, один из заводов там. Мы там были, там была огромная большая конференция. Шведы очень сильно озабочены здоровьем своих граждан, и я не видела ни одного упитанного толстого человека, грубо говоря. Они очень все красивые, высокие, подтянутые. И как говорят, вот да, тоже немало передач, вообще уровень, это одна из самых счастливых стран, потому что там все для людей сделано в Швеции, понимаете? И шведы очень сильно, қаннаргар бар, тугу оңорон тахарбыт продукциятын качество тыгар улаккан тугу уралдар, как внимание, да? Потому что они не могут делать плохо в принципе. Шведы, это у них прямо заложено в корне. Что бы они ни делали, они делают очень круто. Это и у них очень много мировых достижений, мировых патентов. Вот вы покупаете там молоко в тетрапакете, это изобретение шведа. Тетрапактин, это шведское изобретение. Вы каждый день, кто ездит на машинах, вы пристегиваетесь ремнем безопасности. Ремень безопасности – это шведское изобретение. Мы каждый день с вами по телефону разговариваем по сотовому. Сотовая связь первый изобрел швед Эрисон. Помните, наверное, да? Sony Ericsson были телефоны. Потом Эрисон, он продал эту компанию свою японцам, компании Sony, получилась Sony Ericsson. В общем, очень и очень много изобретений классных, которыми пользуется все человечество, делали шведы. И даже обычные спички, которые мы зажигаем, это тоже шведское изобретение. И кроме этого, у них вообще очень много всего интересного есть. Давайте немножко завод вам, то есть покажу Институт исследования кожи. Вот это вот, мы были там 3 дня, и нас там водили по лабораториям, и экскурсии, и, в общем, в этом институте работает 100 ученых, понимаете, да? 100 ученых. И там есть несколько лабораторий, и там в одной лаборатории идут разработки, в общем, это все очень сложные там такие научные процессы. Вообще вот Oriflame вкладывает в эти все в научные разработки, чтобы тоже понимали, да, насколько серьезная там идет работа этого всего. В научной разработке каждый год примерно 10 миллионов евро только наука угар, понимаете? И там ученые, вот эти 100 ученых сидят, и что-то там они делают за эти деньги, получается, и классные, шикарные, очень эффективная продукция вся выпускается. То есть я знаю все изнутри, как это делается. А 10 миллиардов евро, это сколько получается? 10 миллионов евро, это больше миллиарда каждый год только на научные разработки. Да? Очень серьезная и сильная база там. Я была сильно удивлена, потрясена, Декка. Сейчас я покажу вам еще несколько, буквально, сейчас, подождите-ка. Ой, ну вот, тут, если получится у меня показать. Например, там, чтобы разработать какую-то серию кремов, да, какую-то серию одну, примерно проходит 5 лет. 5 лет. Вот, допустим, идея, потребность современности, какая-то идея, там какие-то новые формулы, и они очень долго это делают. Это не просто так вот, какая-то, вот сейчас же знаете, как там есть тухтарга коллаборите блогер, да, российские блогеры там в Инстаграме где-то выпускают свой собственный крем. Вот я выпущу крем. Так, а на какой базе ты будешь его выпускать? То есть те люди, я тоже могу пойти и сейчас сказать, я хочу выпустить какой-то крем. Но у меня нет научного института, чтобы сделать крутой крем, понимаете? У меня вот этого нет. И
в основном вот здесь, например, на территории России, там какие-то заводы тоже выпускают хорошую продукцию, и я могу на этот завод там заключить с ними договор и даже взять какую-то их формулу и написать свое имя на баночке, о-ля-ля, и выпустить свой крем какой-то. И все, и люди будут покупать. Но а что в этом креме, я вряд ли об этом так вот расскажу, да? И вот здесь вот, ну, для примера, вот это, например, кусочки человеческой кожи, на которой производятся тесты. То есть Oriflame не тестирует свою продукцию на животных, это очень серьезные тоже заявления, да, а на кусочек. Там, во-первых, кожу они сами выращивают, есть такой специальный аппарат для выращивания кожи, а есть еще кожу, которую реально берут у людей. Шокируют, да? И мы такие удивились, а где вы ее берете, эту кожу? Ай-яй-яй, ханталаты. И у меня сразу в голове, в морге, что ли, берут? Но на самом деле это донорская кожа, которая по договору покупается у людей, которые после пластических операций. Вот подтяжку сделали, кожу лишнюю отрезали, и, пожалуйста, можно в Oriflame продать. Эту кожу свою. Интересно, да? Дайте обратную связь кто-нибудь. Понятно объясняю, да? Ага, не, бахарanya kim şöyle ister iyiler de var da. Ehiller, ага. Гиллер, да? Ага, Ehiller, хорошо. Ну, в общем, и я про это могу, конечно, рассказывать бесконечно долго. Там выращивают стволовые клетки растений. Там, в общем, здесь очень много интересной, конечно, информации. Вот этого человека, это Ален Мавон, вот этот француз, Ален Мавон. Там вообще люди работают разных национальностей. Я видела и девушек, там женщины, мужчины с китайской внешностью, и там и темнокожие. В общем, со всего мира там, ну, наверняка в каких-то условиях, наверняка каких-то очень крутых ученых туда набирают. И вот, это директор института Ален Мавон, он сам доктор медицинских наук, он как раз вот занимается именно изучением проблемы старения кожи. И вот про это наш и был разговор. Ну ладно, в общем, я вам хотела этим показать, что продукт, вот написано, вот биохимик, директор по научным исследованиям, институт исследования, да, Ален Мавон, эксперт трансдермальной косметологии, изучает проблемы барьерной функции кожи и фотостарения, занимается разработкой увлажняющих и антивозрастных формул. И знаете, что, скажите, пожалуйста, да, у меня такой вопрос. Так, подождите, сейчас. Ну ладно, давайте пока без вопросов. Давайте мы уже перейдем к коже. Еще тип костер, да? Виден слайд туру романа. Ага, костер. Так, подождите-ка. Оля, у меня опять зависает, что ли? Не дай бог. Ну все. Костер. Смотрите, вообще кожа сама по себе это орган, который у нас на виду. Это единственное место, вот так вот, и зимой, и летом, которые все видят, да? И кожа создает о нас впечатление какое-то. Люди смотрят на тебя, но что делать? Как бы мы ни выглядели, на нас смотрят, кожа на виду. Все остальное можно закрыть как угодно, а вот это вот никак мы скрыть не можем. Кстати, когда была пандемия, когда мы ходили в масках, я говорю, слава богу, хоть здесь можно не это, ну, как бы сказать, а тут надо соответствовать, выглядеть было хорошо. Поэтому за кожей ухаживать очень правильно и даже выгодно с точки зрения инвестировать в себя. Это правильно, за кожей ухаживать. Вот когда я разговариваю с женщинами, и, наверное, вы, вот этот вопрос я, по-моему, хотела задать, но все же хотят выглядеть лучше, да? Кто хочет выглядеть лучше? Я же не вижу вас. Я как будто просто с телефоном, со слайдом разговариваю. Кто хочет выглядеть лучше? Я. Кто громче крикнет? Кто громче крикнет? Кто хочет выглядеть лучше? Я, отлично. Вот смотрите. Один человек. Один человек. Кто это? Паша, это ты? Нет, это не я.
Кто-то сказал, да, мне хочется тебя таким описать. Ладно, тот, кто сказал, значит, будет выглядеть лучше, и я уверена, что сейчас я вам, немножко с вами поделюсь. Давайте сначала, из чего состоит кожа, посмотрим, да. И вот наша кожа, она состоит, вообще кожа это самый большой орган. Так, наверное, очки одену, все-таки мне уже 50 очки надо, да. Это самый большой орган, который размером там 2,5 квадратных метра. Зачем нам нужна кожа? Кто-то сказал, камера микрофона полбамут. Екатерина, микрофонын рарары. Ага, Паша, ты Екатерина, можешь... микрофонын рарар. Так, Екатерина, не стекёрка. Екатерина. Екатерина, Ты не можешь микрофонын рарар. Так, выключить микрофон не мэрит. Ага, да? Хорошо. Смотрите, это самый большой орган, который нас защищает вообще в принципе. То есть мы покрыты вот этой оболочкой. И он еще защищает нас от холода, от тепла, в общем, от всего. И предотвращает потерю влаги. Смотрите, кожа состоит из 3 слоев. Запомните, 3 слоя. Вот если вы знаете такое французское пирожное макарон, то это кожа. У нас 3 слоя. Значит, верхний слой эпидермис, это вот то, что у нас снаружи, это эпидермис. Под эпидермисом у нас находится дерма, и в самом низу у нас находится гиподерма. И давай мы посмотрим, как выглядит верхний слой эпидермис, да, и вот здесь уже вот это то, что справа, там, смотрите, картинка прям похожа на торт Наполеон, да, если вы делали торт Наполеон, прям как торт Наполеон, и вот этот наш верхний слой, вот этот эпидермис, у него получается тут еще 6 слоев. 6 слоев у него. Например, вот это в эпидермисе происходит обновление клеток кожи, то есть обновление и регенерации. Да? Как змея, старую кожу мы сбрасываем, но не как змея мы сбрасываем, там змея сразу она сбрасывает. Мы каждый день, с нас этот эпидермис постоянно. Если сухая кожа, это видно сразу, когда вот так делаешь. Вот у меня кожа нормальная, я не вижу, что с меня что-то падает, но падает. И смотрите, старая кожа упала, и вот с нижнего слоя, с базального слоя новая кожа, она как бы поднимается вверх. Слой меняется, потом появляется новый базальный слой. И вот этот процесс у нас каждый день происходит. И самое главное, знаете ли вы о том, что 90% пыль, которая у нас дома, да, вот пыль мы вытираем, это наша кожа. Это наши клетки, это мы с вами на телевизоре и на полках. Да ты что? Да. И вот самое интересное, вот сейчас тоже интересный момент, вот это вот обновление клеток, где алларатан базальный слой-то, базальный слой тох болордылы, или роговой слой болордылы, эдерджомга примерно месяц уходит. Базальный слой превращается в роговой, а потом отпадает. Примерно за месяц мы сбрасываем кожу, когда мы молодые. После 40 лет вот это вот обновление кожи замедляется, и это через 2 месяца у нас новая кожа. Дальше. А после 60 лет слой обновления клеток кожи, пока базальный превратится в роговой, это уже больше 3 месяцев, 3 и более месяцев. Понятно, да? То есть мы постоянно обновляем. Вообще у нас все клетки обновляются. Следующий слой, давай, корюхпыт. Вот этот слой прямо очень и очень интересный. Он такой красивенький, да, здесь на картинке. Это дерма. Это между вот верхним слоем и нижним, посередке дерма. Вот здесь уже все самые мощные, интересные процессы происходят вот здесь. Она состоит из соединительной ткани. Это коллаген и эластин. Корюнгаря. Хитинне была маннык пружинкалар балар, где горох пружинкалар конелер, горох пружинкалар было такие вот, как зигзаги. Так вот,
зигзаги – это наши клетки, которые называются эластин. А вот эти прямые клетки, которые вот так вот держат, как пружина, это у нас коллаген. Вы, наверное, слышали, да, там крем с коллагеном там или что-то в этом роде, да. Вот эти два, это белки, коллаген и эластин, это белки, которые поддерживают нашу молодость и жизненную силу кожи. Смотрите, коллаген дает плотность. Вот вы сейчас себя потрогаете, насколько плотная ваша кожа. Я себя трогаю. Конечно же, местами она уже мягкая, но она, в принципе, относительно плотненькая. Значит, коллаген у меня нормально ее пока держит. Да? Если кожа уже такая мягкая, значит, коллаген там уже совсем нету. И вот когда мы пожилыми станем, конечно, коллаген там уже вообще не работает никак. Это уже очень мягкая кожа, совсем получается, да. То есть коллаген переводится с греческого как клей. То есть это клей, который соединяет кожу. А эластин, вот эти вот клеточки, он делает кожу эластичной. Например, если коллаген щечки делает у молодых особенно, да, такими пухлыми, крепкими, это мощно работает коллаген, упругий вид. А эластин, мы с вами про это, девушки, знаем, лучше всех знаем. Когда мы беременные, когда у нас живот ужасно вот так вот, все, живот, это как прямо увеличивается, кожа растянулась, да не могу, а потом же обратно возвращается. Если бы не было вот этих клеток эластина, у нас бы животы висели как тряпки у всех. Согласитесь, да? Вот это работа эластина, чтобы вы понимали. И вот даже когда мы тоже улыбаемся, морщин, ну, как бы мы улыбнулись, вот это все стало, мы обратно вернулись, и все вернулось на место. Поэтому это очень важные клетки, вот коллаген и эластин. И самое главное, то есть, внимание, чем больше у нас в коже коллагена и эластина, тем моложе мы будем выглядеть. Хорошо? Еще здесь у нас в этой дерме есть межклеточная жидкость дембар. Вот это вот синяя, это как вода изображена, это межклеточная жидкость. Она гелеобразная, и она называется, и вы все знаете это слово, я уверена, называется гиалуроновая кислота. Кто слышал, скажите, да, слышал, гиалуроновая кислота. Так, по секундочку, я дверь открою, подождите-ка. Кемистебите манаваллаттан гиалуроновая кислота дени. Реклама бар эти гиалуроновая кислота диye реклама лылды. Во. Ага. Реклама им бар болар. Нахал бахтателлерди. Мицеллярный водага, там очищенияга ин гиалуроновая кислота бар болар нары бехет. Тох передете о гиалуроновая кислота? Эластичность берерби. Ага, увлажнение төхөнөн кини увлажнение сочунан эластичный болар. Били курбат хаппат. Ага. Хепкеттин. Так, көстер, да, тохпут слайд быз. Хо, баран қаллади. О, это потому что я отошла, и поэтому сейчас мне надо заново запускать демонстрацию. Ладно, запущу. Так, трансляция. Скажите, пожалуйста, интересная вообще информация? Дайте обратную связь. Очень. Очень, да? Ага, еще немножко осталось. Хорошо. Это ведь. Так, мангановы. Потому что эти не бельбетах петеня беге только надо лах гирдих путёлох потом тухары. Он только жахала вот, а вдруг. Вот так. Ким кыржим багар бак. Во, это не Молодцы. Ким выглядит моложе? Все хотят выглядеть моложе, но так, у меня Вольнин бастатын туран билех петен надо телефон. Так, у меня перегрев идет этого телефона. Все, сейчас открою. Угу. Оде. Все, видно же, да? Видно, слышно? Ага,
Ага, видно. хорошо. Так, мы на чем остановились? Мы остановились на гиалуроновой кислоте. Гиалуроновой кислоте. Да, гиалуроновая кислота. Для чего она нужна? Гиалуроновая кислота, она у нас удерживает влагу в коже. Поэтому сейчас делают инъекции, там всякие гиалуронку вкалывают, да? Но мы же не сможем всю жизнь ходить и колоться, вкалывать, а потом мне как-то немножко страшновато вообще что-то вводить себе в лицо, вообще, в принципе. Но кто делает, тот делает. Не знаю, может, когда-нибудь я к этому приду, но пока нет. Пока у меня такой необходимости вроде бы как и нету. Да, но хотелось бы просто, ну, ладно. В общем, гиалуроновая кислота удерживает воду, влагу внутри кожи. И вот дальше посмотрите, вот эти вот клетки такие, как яичница, вот яичницу приготовили, да, вот эти клетки называются фибробласты. И фибробласты – это самые главные клетки в дерме, которые отвечают вообще за все. В общем, это король дермы. Вот вроде бы, нам бы казалось, король – это вот эластин и коллаген, а на самом деле король – это фибробласты. Это запомните, пожалуйста. И когда мы молодые, вот эти фибробласты, они отвечают за как раз-таки вот рождение вот этих клеток, да, за коллаген и за эластан, за их работу они отвечают. И когда мы молодые, эти фибробласты такие шустрые, бегают, у нас там все хорошо, кожа плотненькая, коллаген, эластан очень классно все работают. И, в общем, эти фибробласты, они еще там и уборщики, лишние клетки, они там убирают, утилизируют их. Это самые нужные и важные вот эти клетки. И чем старше мы становимся, да, и вот сигнал вокруг этих фибробластов, этих клеточек, они, скажем так, тухтулар, окружены, вот фибробласт клетка, а вокруг нее еще одна кислота, которая называется аспаргиновая день. И вот эта аспаргиновая кислота, она дает сигнал фибробластам, как им работать. Но с годами мы теряем эту аспаргиновую кислоту, и эти фибробласты, они уже бытаран хараллар. Бытардахтарына, соответственно, Ihilli bet. Аңан баран хаалла оля. Хибэһэ барда быһыла. Кэллэ. Оля. Ага, ага, саҥан это мне хүтэн хаалла. звонили сейчас. Ага, тэп. Хаҥан хүтэн баран. Читан халла, да? Кэллэ. Мгм. Да? А ну мне был звонок, надо было мне с другого телефона зайти. Так, смотрите. Чем старше мы становимся, тем вот эти фибробласты... Трансляциян көдөрөр хүтэн хаалла. О, короче, мен атын телефонтан кирем, хеп? Неге Мантан тахсан баран. Мы подождем. Аннык. Тохта бир кыра тривит хинрахме элбанда. Фибробласт. Аспарагиновая кислота. Так хорошо рассказывает вообще. Как Ди, сказка. ага. Вот это эти маннык специалист, маннык тох жоннор. Чисто маннык жарыктанан билем багала, билер жоннор кепсилере будан интерехни. Ага. Ага, повторяю. Оля нахачу ди кепсил детлер. Да? Хорошо. Так, дубль 2. Сейчас, Дима, я скоро заканчивать буду. Так. Маннаварите. Так, нагашивать бу слайдтан бе пока что хаилик бите. Еще. Итак, фибробласты тугнан өйдөн на багылах, где, короче, чем старше мы становимся, тем эти фибробласты замедляются, и кожа, естественно, у нас покрывается морщинами, она становится неэластичной, падать начинает, и, в общем, все такое, то, что всех все равно ждет, некуда от этого деваться, и поэтому, соответственно, все вот эти процессы старения уже происходят. Давайте мы сейчас с вами маннык итог там берега. Короче говоря,
все вот эти клетки, естественно, они какие белковые, демболар. Белок, мы все из белка состоим, вы это прекрасно знаете со школьной программы еще. Поэтому, если мы хотим хорошо выглядеть, плюс к этому мы должны, соответственно, питаться нормально, да, все взаимосвязано же в этой жизни, да, вообще все. Если мы там будем что попало, как попало питаться и так далее, это все отражаться будет на коже тоже. И в целом, итог, как в итоге, все зависит от того, какой образ жизни мы еще и ведем. Знаете, сейчас одна шутка, я вспомнила вот эту Фаина Раневская, часто там в WhatsApp и тачила, знаете, она что сказала? Какой смысл делать пластические операции, да, заботиться о фасаде, если канализация протекает? Муж пришел, смеется. Понятно, да? Вот, поэтому вот это очень важные все моменты. Дальше давайте посмотрим. Таким образом, да, вот этот дерма, это вот этот как матрас вот этот пружинный. Когда мы молодые или когда мы хорошо следим за собой, мы продлеваем себе вот эту молодость, да, тогда вот, знаете, вот этот, когда мы садимся на новенький пружинный матрас, даже если человек там 100 килограммов или 150, он сядет на пружинный матрас, и этот матрас очень быстренько вернется в форму. Если мы ничего с собой не делаем, если мы естественным путем, некоторые говорят, я вообще ничем не пользуюсь, я скажу вам, почему это не очень хорошая идея ничем не пользоваться, да, то тогда наша кожа теряет коллаген и эластин, и мы становимся как вот этот матрас. Понятно, да? При недостатке коллагена. Вот. Так, ну давай посмотрим гиподерма. Еще третий у нас слой остался. Гиподерма – это такой самый нижний слой. Он в основном жировой, то есть гиподерма, он состоит из волокон соединительной ткани. В основном здесь коллаген тоже есть. И, значит, внутри каждой, как соты выглядит, и там вот эти клетки жировые находятся. По сути, это жир. И самое интересное, да, целлюлит, это тоже гиподерма. Ну, целлюлит, это вообще не страшно, у меня тоже есть целлюлит, вообще надо, ибо ну, что там целлюлит. Это не болезнь, это только это, как бы, ну вот так, ну, есть, куда деваться, да. Но когда у нас есть лишний вес, девочки, некоторые, кто-то мне говорил, я хочу убрать вот это вот обвисание кожи, брыли, но у нее лишний вес. И вот когда есть лишний вес, вот этот жир, он же на лице тоже есть гиподерма, и он тянет вниз все равно. Поэтому за питанием, ну, тоже вес, ну, вес следить это так, всем скучно, уже надоело, да, следить вес. Даже врачи говорят следить за весом. Я вам, знаете, что хочу сказать? Вот в Японии, да, в Японии, наверное, все слышали, что там следят за талией. Не так, что вот каждый гражданин, японец или японка, он должен пойти куда-то сдаваться, и талию ему замеряли. Нет. Там в каждой организации есть негласное такое, кстати, исследование, замер талии у людей. И там, значит, так, у женщин талия должна быть... Таня, я занята, сейчас перезвоню, эфир веду. Да? Ага. У женщин талия должна быть там не более там, 85 сантиметров, например, да, а у мужчин там не более 80, ну, где-то там одинаково. Вот, точно не скажу, ну, примерно так, примерно цифра 85. Померьте сегодня талию свою, если больше 85, то, ну, как бы 85 это признак здоровья, 80-85, окей? Корюнярин просто так, для интереса ради. Теперь дальше. Давайте мы посмотрим, да, будем все это подытоживать, почему происходит процесс старения, кто-то быстрее стареет, кто-то медленнее стареет, ну, у всех по-разному, да. Кто-то говорит, у меня там генетическая предрасположенность, там, все по-разному. Смотрите, наверное, даже вот так возьмемте, да, вот здесь на этой картинке, только 20% на процесс старения влияет наша наследственность и гены. Только 20% это гены. Здесь у нас еще в левой стороне у нас тут
этническая наша принадлежность. Кто-то говорит там, кореянки медленно стареют или азиатки медленно стареют, нуччалар быстрее стареют дилерде. Вот так по-разному. То есть это только 20% влияет на это. 80%, посмотрите, что влияет. Это солнце. Солнце наш друг, мы любим солнце, когда тепло, лето, но солнце к тому же и враг. Потому что если мы летом не будем следить, ухаживать за кожей, мы очень быстро будем стареть. Потому что в основном ультрафиолетовое излучение влияет на старение кожи очень и очень сильно. Да? Дальше. Что здесь у нас еще? Окружающая среда, конечно же, да, экология. Это и вредные привычки, это стрессы и питание. Вот 80% влияет на это. Поэтому посмотрите, да, сейчас я уже слайды, наверное, отключу, и мы с вами просто сейчас поговорим. Так, отключу, наверное, слайды я. Ага. Так, Ага. Не остановить слайд трансляцию. Ага. Все. Нет, Турар. Не транслировать экран. Нет, Ну нет. все, я к вам вернулась, теперь я вижу вас, да? В общем, тохден болар дехолабур. Там тоже такие вот истории, да, разделили двух женщин, ну, в роддоме где-то как бы их разделили в глубоком младенчестве. Потом они встречают, такие же истории бывают, что там потерялись в детстве, потом нашлись. В общем, они встретились, когда им было по 40 лет. И вот одна женщина, она выглядит очень хорошо, она ухожена, она вся такая, а вторая выглядит печальненько, вся в морщинах. Генетические одинаковые однояйцевые близнецы. Да? То есть уже гены здесь вообще ни при чем. Понятно, да, объясняю? Поэтому, что касается ухода за собой, например, вот, например, я. Некоторые говорят, вот совсем недавно тоже с кем-то разговаривала, и она говорит, я не пользуюсь. А почему не пользуешься ты ничем, спрашиваю. Женщина в возрасте, например, она говорит, но мне как-то не дискомфортно, крем не навен, он находит маннык тирибер тугара мехедир курдук, маннык ты мат курдук, то здрасте, приехали, в смысле ты мат курдук. Может быть, крем у тебя неправильный какой-то, где ты этот крем взяла, который не дает коже дышать, да? Смотрите, как я пользуюсь летом в любое время года, каждый день. Что я делаю? Первое, во-первых, это, умылась, да, помылась, там гель для лица, еще умывалки вообще разные бывают. Бывает тохтембар, гидрофильное масло деньбар. Масло маслом, вот у Паши есть, наверное, да, но когда унуката соприкасается, гуннах патапенка боланхалар, это очень глубокое очищение кожи, например, происходит. После этого я делаю вот эту первую сыворотку, вот это вот, Паша, ну-ка, ой, что-то говорю, у меня вылетело, бывает же, да? Кислота другая. Паша, помоги, пожалуйста. Вылетело у меня. Бывает же, что вылетел номер телефона. Полиглутаминовая кислота. Полиглутаминовая кислота, спасибо. Полиглутаминовую кислоту сначала я наношу, вот она как каплями идет. Ага, капельками. Баста сунамбара. Эти была гидрофильная рынок отдерер. Капельканан хасырда кега. Полиглутаминовая кислота ланнем. Полиглутаминовая кислота, вот я же говорила до этого про гиалуроновую кислоту, которая у нас в гиподерме там, да, отвечает за многое. Вот эта полиглутаминовая кислота, она сильнее гиалуроновой кислоты в 4 раза. 4 раза. Дальше. После этого я делаю обычную сыворотку из обычного ухода уже. Это уход лифтинг и морщины. Этим уходом я пользуюсь, он новинка, полгода. До этого другой был, вот сейчас обновление пошло. Да, уже загибайте. То есть я помылась ахпапын, гунарбан ахпапын. Первая полиглутаминовая кислота, сыворотка, и обычная сыворотка. После этого я наношу... еще вокруг глаз, конечно же, это отдельно. Паша, у тебя есть под рукой? Я забыла принести.
Вокруг глаз, девочки, как мы делаем? Вокруг глаз. Некоторые вот так прямо мажут глаза. Нижнее веко, мягкое веко, да. Это вообще неправильно, потому что, смотрите, кожа на веках у нас, вот на нижних, да, она тоньше, чем лист бумаги. Вот у меня есть лист бумаги, и вот эта кожа в несколько раз тоньше, чем лист бумаги. Она, говорю, поэтому мы никак не должны очень сильно как-то вот это трогать вот эту зону, да. Ватти. Всегда, когда вы крем для рук, крем для век, когда мы берем вокруг глаз, мы должны вот на эти пальчики капельку сделать, вот так распределить. И, знаете, орбитальные косточки потрогайте вокруг глаза. Где глаза сидят, у нас там кость. Вот по этой косточке мы должны вот так распределять легкими движениями. Ни в коем случае вот так не втирать. Вообще никакой такой крем так нельзя втирать. И хороший, тем более плохой, потому что любой крем, когда мы сюда втираем, он может попасть в глаза, в слизистую. Этот крем не для глаз, этот крем вокруг глаз. Понятно, да? Дайте, кто-нибудь скажите, что понятно. Понятно. Ага. Понятно, отлично. Дальше, это я что сделала? Раз. Хорошо, раз, два, три гановы, где? После этого дямин уже дневной крем гановын или ночной. Төрдүш болла. Это если ночью у меня всего 4. Но есть еще иногда там 2 раза в неделю. Сейчас оно у меня закончилось. Паша, у тебя есть вот эта маска. 6-й я делаю на ночь ночную несмываемую маску. Вот так мы питаем свою кожу на ночь. Утром ночную маску мы не смываем, ее не каждый день делаем, там 2 раза в неделю можно, 1 раз даже в неделю. Но утром вы проснетесь, и вы не будете как из картинок же бывает в мультиках, да, это кто, Демболбата. У вас будет очень пропитанное, сияющее лицо, потому что вот это все ночью, все процессы восстановления в коже идут. Поэтому обязательно нужно на ночь кожу питать очень хорошо. Хорошо? А вот специальными я почему скажу, почему комплекс это очень хорошо еще чуть. Утро то же самое начинается, но вот я уже 4 загнула. Здесь у меня уже вместо ночного крема дневной. И дальше у меня пошла декоративка. Считаем, да, тётболла. Я делаю вот такую антивозрастную сыворотку. Бегис слой болла. Слой за слоем пошла. Кореянка, да? Антивозрастную сыворотку. Потом, значит, тут всякие корректоры, там всякие делаю, да, где вот темные круги под глазами, где-то там пигментация, ну, у меня вот тут маленькое пятнышко есть. Закрываю все вот эти несовершенства, кому надо, да, корректор Демболар, где. И только 7-м я уже делаю тональную основу. 7-й слой. 7 слоев. И кто-то мне сказал, «Кайтах, бардаманны, очатрин ты мапалади, пришиттаматто дилер». А недавно көрüm да, биремек приши көрөт усына. Ото бир машинка болбот мен недавно. Машинка таксыбыт елде. Ото их вот это 50 лет, да? Немножко вот здесь, наверное, уже пора где-то морщинки появиться. А то как-то несерьезно так стать. Ну, в общем, смотрите, вот это все, вся вот эта продукция, которой мы пользуемся, вы видели, где она сделана, в Институте исследования кожи. Она прошла очень жесткие, проходит дерматологические контроли европейские, и в России тоже дерматологические контроли. Кроме того, проходит очень серьезный офтальмологический контроль. Не дай бог нечаянно кому-то в глаз попадет. Понятно объясняю, да? В общем, это все на очень серьезной научной основе сделано. Теперь, что касается комплексов. Вот я просто запишите, запомните несколько цифр, я вам скажу. Несколько цифр, 5 цифр, чтобы запомнили, да, если есть бумажки, запишите. Цифра 2. Цифра 2. 2 минуты утром, 2 минуты вечером. Когда это на автомате, это быстрее, чем почистить зубы. Вот это все сделать. Чук-чук-чук.
Очень быстро, все стоит рядышком. Чик-чик-чик-чик. Привычка. Вот Паша говорила, как почистить зубы? И если я сейчас вдруг помоюсь и на себя крем не сделаю, я спать не пойду. У меня привычка. Утром встала, то же самое привычка. Это уже привычка. Вот как почистить зубы. Понятно, да? Вот такая же точно привычка. Все, она вырабатывается. Но когда вы получаете классный набор, шикарный набор, который стоит нормально, но он уровня таких брендов, как Lancome, Estée Lauder, Dior. Кстати, компания Dior покупает, вот у нас уже самые там отработанные какие-то серии, да, запатентованы, патенты в Oriflame, покупают в Oriflame формулы. Понимаете, Оля, о чем я говорю? А? анна шуды Dior yin. Манна Dior билер жаннар баргыт тахи Dior ден тыгый. Интернеттен көрерің. Dior, Lancome, самый, самые дорогие бренды, да? Так вот, компания Dior покупает в Oriflame, если вы это не знаете, формулы. Потому что у нас единственный институт, принадлежащий косметической компании. Собственный. И, конечно, патенты там делают. 20 патентов на сегодняшний день, насколько я знаю, или 22 уже патента. Патенты именно по уходу за кожей. И поэтому продаем. Мы продаем патенты, ну как бы, да, вот. И это очень крутая информация на самом деле, очень мощная, крутая информация. И знаете, еще что я хочу сказать? Дальше поехали. Короче, про цифры, да, не буду перескакивать. 2 цифры записали, 2 минуты утром, 2 минуты вечером. Цифра 2. Следующая цифра 11. Записывайте. 11 – это 11 активных биотехнологий. Биотехнологии. У нас до весны были очень мощные наборы с гиалуроновой кислотой, с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, со стволовыми клетками растений, а сейчас еще круче пошли вот биотехнологии день. Это вообще современная, что Oriflame первый там сделал какие-то биотехнологии. Я сама не химик, не это, но, по крайней мере, вот эти основные цифры я знаю, да. Из них 4 запатентованные, то есть никто в мире эти биотехнологии не имеет права использовать, пока Oriflame кому-нибудь, может быть, не продаст этот патент. 4 активные, так, цифра 11 сделали, да. А дальше третья цифра, цифра 10. Если мы комплексами пользуемся, то он работает с 10 признаками старения. Ну, сейчас я просто скажу на память какие-то. Во-первых, это морщины, это тусклость кожи, да, это, значит, овал, ну и так далее. Вот эти 10 признаков старения в нас идет, да. Дальше, следующий момент. Следующая цифра. Я назвала цифру 2, цифра 11, цифра 10. Следующая цифра – это цифра 15. 15 цифра. После первого применения результат вы увидите через 15 минут уже. Такого еще не было. Заметно кожа будет выглядеть по-другому. Следующая цифра, у нас 5-я цифра, это цифра 7. Еще цифра 2 еще не добавила. Забыла. Результат увидите через 2 недели. Такого еще не было. Раньше мы обещали, то есть значит, разработчики обещали, что результат будет там месяца через 3, потому что кожа 3 месяца обновляется. То сейчас буквально через 2 недели уже первые какие-то видимые результаты вы можете увидеть. И следующая цифра – это цифра 7. Использование комплексный уход, вот когда вот в комплексе от одной компании, да, результат будет в 7 раз сильнее, чем использование какого-то одного продукта. Запомнили, да? И кроме этого еще одно я вам хочу сказать, что вот эта новая серия, она называется Novage Plus, может быть, Паша про нее рассказывала, нет еще, да? Novage Plus. Эта серия, она относится к категории космецевтика. Космецевтика. 2 слова. Косметика и фармацевтика.
они соединяются вместе. То есть это не просто косметика, это немножечко и из фарма. То есть косметика плюс косметология. Настолько глубинное действие идет, но при этом без инъекций. Все экологично, все чисто, все круто. И сразу скажу, что есть уход за лицом, например, премиальный дембар, а есть просто масс-маркет. То есть то, что мы обычно... Смотрите, чем отличаются премиальные от кремов, да, от уходов, которые масс-маркетинг. Это когда вот какая-то фирма, которая производит там кремы, да, покупают технологии у разработчиков и по этим уже готовым технологиям производит продукт. Это не премиальный. Понятно объясняю? А вот когда сам производит, полностью весь процесс производства, знаете, вот в первой лаборатории вот этого института исследований кожи, в самой первой лаборатории, там ученые сидят и тысячи растений, самые лучшие оттуда вот эти вот качества забирают. Тысячи растений изучают, там сутками сидят, представляете? Вот это все, вот весь этот процесс делает именно вот эту продукцию категории Novage, есть Novage Plus, люксовой, премиальной. То есть самое, что может быть крутое. Вообще, что производят на планете Земля производители. Таких компаний мало вообще, которые делают такие премиальные люксовые продукты. А есть обычные, в Oriflame есть обычные кремы, да? Технологии тоже где-то покупаю в другом месте. Более обычные, это, например, серия Optimals, тоже очень хорошая, но она не относится к категории премиум класса. И есть еще там Natural Balance. Кстати, Natural Balance там тоже запатентованные есть технологии, Паша, если ты не знала, тоже очень крутые. Там просто цена подешевле, потому что пластиковая упаковка там идет. Да? Так что вот так я хотела просто вам рассказать об этом, потому что если мы не расскажем, кто вам об этом расскажет, чтобы вы знали. А теперь смотрите, вот то же самое, допустим, если мы похожие в другой компании там берем люксовые, да, вот этот комплекс, например, то этот комплекс нам обойдется, сколько там, 1040-50 может быть. А это у нас по совершенно нормальной, по цене одного крема ланкомовского мы покупаем полностью весь комплекс. Вот и, в общем-то, и все, что я хотела вам рассказать. Мне очень приятно, что ну, поделиться. Я вообще обожаю вот этот процесс делиться, конечно. Это очень приятно. Дэрэ, Очень здорово. кыргыттар, Дядя бапыраттар Софья, буллахыта, Ольгаға бахалста билин берин. Мағын WhatsApp чатка ыйппыттара холобара тухтин. Саардақпыт ая кожабы тутун де увлажняющий крем гына дерден. Увлажненияға. Нахаль обязательно. баха. Да. Оны те увлажнение хантан келерин уже бартын орга билин чо байтык кефсеты бхарда ди. Еще одно я не сказала. Самое главное, да, вот когда я в Швеции была, и Ален Мавонтон лично, лично, но переводчик был, вот я живу в Сибири 9, на Якутия, знаю, слышал где-то, у нас там зимой очень холодно, минус 50, что нам делать, какие-то особенности ухода барда там, где, он был обрастой батикапите. Зима, вот некоторые думают, что там вот это все жидкое же, да, и там вода, и если мы много воды сделаем, то кожа как лед потрескается. Нет, конечно, да, такого нету. Короче говоря, чем холоднее, тем холод высасывает из нас влагу, высасывает. Поэтому защита должна быть очень хорошая, мощная. Защита должна быть такая, плюс еще Жаны вот бияхын зима. аврот увлажнение барбытыгар надо было, независимо от возраста. Надо. Поэтому на зиму вообще, Паша, можно брать насыщенную текстуру кремов, не легкую, а прям насыщенную, чтобы питать. Кстати, сайын летом. В прошлом году не была, правда, позапрошлом. Ну, просто так, это сельский экстрим день, люблю. И все думают, что я там хожу, этот самый, селфица, городская дамочка, да, а я очень беру грабли, очень мощно там делаю, как трактор хожу вообще.
Ага. Но я обязательно полный комплексный уход все равно делаю. Девочки, неважно, чем вы занимаетесь, если у вас сельское хозяйство, если у вас огород, если у вас там коровы есть, да, вы выходите на улицу, ну не ходите вы без одежды на лица на улицу, потому что если мы будем защищать, то у нас молодость кожи сохранится надолго, дольше, понимаете? Ага. Дәрә, вопрос бар да? Bir час ровно хаятыл пыгла. Ага. Кыргыттар хылайдыгыт интерегіне ду хайдагай бахас төлөстүн. Мгм. Антон Викторина да хагылы. Ким тух? Бу Ана. Орифлейм реклама табылак булбат. Да? Ну, в целом уход, конечно. А как, на каком примере я буду рассказывать, если я была на этих заводах? Конечно, я буду рассказывать про это. Но в целом информация про кожу как? Не важно, там будете брать, не брать, Там не не важно. важно, какая компания, важно, чтобы Да, мы начали ухаживать за собой. Но конечно. в данное время, дело ол тухарфлыйнга болбака именно биги бэбит туттахаджарбыт, биха быдан эфег бирдахаджи, олон тугабыт ким, тугу туханары, олон тугатын эфег албыт хериттен кесиба холар би билбет токпыта хатан кесебе пыллади. Мгм. Это А? привет, Ольга Александровна, Нижний Ага, Бестях. привет. Ага. И вот вопрос насчет этого. Группа Капиталина и Ингрибутади сперва перед тем, как покупать, хотели бы проверить на себе день. Конечно, это очень важно для нас, Паллади. Кие индивидуальные, арас кожалар, арас аллергиялы, негин септен марын тек кутталба это капитаре. Он текаллардан кие туттон иннине бирбиркелен, не то что бирбиркелен, бәяға сөп түбәһәр доден кайдак билехпин сөбүй. Онно пробниктар дем балларди. Любой тухла. Пробник легкая. Пробник По 30 надо. рублей. Мгм. Именно пановейцы им бар данлык. Баллы. Бар серияға бартыр бар. Мгм. Онна тух вопрос бары? Секим вопрос берем барары. Это мен техригер олоробын. Онны боллана бигити коракка ити косметологическая еген багыннар геңе хиджер кыхпыт хуак оны боллана коммерцияннар келлехтерине по 500 рублей еген крем атылылар. Же бу маршинкага чүбе, бу жахаразы кайыр, манхатар, еген онна иккен артыгынчага комплексный уход манды кремнер баллар эте. Олары лыхка хөптү, олар бола бир да нучалы переводтара хуак онлук маннык били. Тутухти юригыл лифтарына хуруллубуттар, Кытай ду, Корей ду. Не знаю. Пусть они тогда, если кенелер атылыр боллахтарына, бартын подробно ко всех тахтер. Это же мы на лицо делаем. Не просто так от морщин там делает. Бейлерин опыттарын, бейлера тутталлар до. Этергадылы тух эффективного, чем доказано. Вы можете спросить, есть ли клинические испытания ден. Очень модно. Не то, что это клинические испытания ден бар. Клиническая доказанность ден бар. Если они будут об этом серьезно заявлять, а кто производитель, а клинические испытания были, на скольких людях, сейчас эти вопросы спокойно можете задавать. Клинические испытания это самое важное. Билекие, конечно, билеген эти элбак продукция бар буллади. Олин бастан туран бу олеми берип бите кирен Google'га отзывын көрди. Эбехет, например, усада туран интернет бар буллади. Колор эти каннык, например, бу крем амуктуда хоттак була кини производители кимере болбага дейин бир. Например, да. Оны итаган Google'га көрөгөн онна отзывы дейин. Биттен но тахан келер. Кто мошенник, кто прав. Да. Он единственное обещает упаковкатын корюхтун надо. Упаковкатын барстой там топла уже хадерек хеманнык
тухтя кохабит, Сразу там немного интернет, вложено. сразу тух Канада, вбивай Канада, потому что имбирь кот в мешке болар. Кто производитель? Тух партамук тугруктах. Самое главное, производитель кемей. Каннога гуллабутой. Каннык тухка, каннык тестирование барбутой. Тугамет исследование барбута дуа. Это же, я специально вам рассказала сейчас про именно, что вот как, где делается, вот институт, где, ну, институт исследования кожи Дембарда. Не знаю, все по-разному. Это, видите, я тоже могу замутить крем какой-нибудь. Позвонить там в Москву на завод, где кремы делают. Ага, денег заплачу, и мне сделают крем в красивой банке. Всё. И напишу там от морщин. Это маркетинговый ход на Альбах. Ольга, сан кас болла кистебекке такына. Кистяра 50 через 3 недели. Ой, поздравляю. Ой, красивая такая. Через 3 недели, ага. Морщинку нашла на лбу. Морщинку нашла. Ага. Это вопрос вечер. Да, чугай вечер болла. Очень много информации послушали. Бу Арифлейм фирма урут куттан быха бар. Только билеген Джон красота чөшелер сиредерегер, Джоннор сиредерегер надалагы оңрора оллоқ көчүгө эбит. Сайдыбытан ха чугай клинической доктора лабораториялара күскүлөлөбит эбит. Ону Прасковия бихака сырдаттан Ольгана галлан кепсәбитигер мактанабыт. Онна оттон красивай боларыбыт, здоровай боларыбыт, продукцияны ылар болакпыт, ылабыт биһиге. Будем покупать. Это ваше право. Это ваше право, да. Ким тугут алара бетин көңүлөһөп, манна хаяанда мана талден хо, только ула билете бинде. Маған имет битиме хеха группага, мин тугут уттабын оннары кепсиркахтахпын. Туттуаппын хатан кепсәп славнде. Ага. Где я получила результат, тюмü кыллым, эфе кыллым, бягат көрөгө доттон итагаттагым диптаха. Олин олон тугабын кепсибин, атак ихе хантан таларгыт. Это ваше право. Где маған эптере кимера Корея дибта, кимера хаммигера вертере дир. Это ваше право, потому что единственно бири өйдөн дибдим маған производителя кимин дена бехете итер болун. Онна Гуглга хурьягат производителин, онна отзывын көрөр болун. Грамотно, чтоб эхиги тиригит полади. Ага. Олин туттугат инне туттар тураргытын үйрөтехатын надо. Хэк? Ча, Викторина тахалып тастыгына. Ага, ча. Ага. Береме битаратты гиһэ. Мен була бэм подарок. Ага. Оля мамын. Ага, бии эрдэ төт бу төрдү сефир битсеп, эрдэ сефир буппут. Ага. Макияж кыйпытым, тери туһунан ыпытым, бэм хакалым халы тугы. Бэм хады гүбүнен кэсэбдим, онна жактар жоло деңге сахаятна фитнеһе билиһиннер битим. Бэм жарыппын. Ага. Оны булана бүгүн маннык төт подарыгы билемнен урунһа. Так, бир подарыгы. Төт ки подарык ленигитте. Ага. Бүгүн каналар бит не важно. Главное канны тердербин баарыктан. Ага. Жарай вопростар манныктар. Ким түргенник эппетте, оны акытын харази тәрін манна микрофонға көстебе дәбіт ким эппетте, да ким хаңарбыды хэ. Оны бахауста бұғыла бір сарданы хаңардым или Розали хаңардым дене тәрін хэ. Комплексный этап, төрдүс этаба қанныгый. Комплексный укол. Дневной, а ночной. Александра. Молодец. Кими? Александра. Александра, 8 чаще средства еха бар, да. Спасибо. Ага. Ан бестака бар генди? Ага. Ага. Все. Аны билген истагат. Ольга кесәбдиттен ыйтабын билген. Ким эйдан халбы табити?
самай бихитиривитигер, увлажненияны берге, каннык, тухпаретей, кислота тухалгыр эбитий. Гиалуроновая кислота. Кеме петтеті? Мария. Мария ханта хажарит сунтартан ди? Сунтар. Мария Ольгина якобы увлажняющий крем бар. Толчи. Личкага меха таққар, личка бар хурияр. Тоқ кенген. Бу Мария бен сунтартан ити увлажняющий кремы бітін ден хурияр. Потому что на хальбах Мария бар, ну, мутьяхтансы. Жара, аны макияж эфирттан итабын. Праймер ден тоғатей. Блин, дети, это база под... Подожди. Ага. Розалия Это тема база важна. под макияж. Розалия, ты терген маканы? Я бира пет болу. Основа дебитим. Основа дебитим. Основа чего? Тональный крем готовый хотулар основа. Ча хикегатсеп, как бы иккен хепкеттигит, конечно, бастык Александра, но Александра присыл бытын быйдынан Розалияны киллеревинсеп. А так, біреген өсі бір вопрос беревин. Тахта мантан ейтабын. Бу тоққа білеген ете комплекс туғынан кепсәйті де Ольга, оны 2 хыпыра туғы означайдыри. Утром и вечером. Утро, вечер. Нет. Он 2 күнінен Утром и вечером по 2 результат минуты. көстер. Да. Через 2 недели результат. Да. Молодец, Сардана. Так, Сарданаға бұлана, бұл помада. Ура! Спасибо. Круто. Барахет. Розалия Александра Варгет. Варгет. Так, аны білген етевін. Алтын 15 сыпыры ен туға означайдыри. Ты Оля кәпсәйіпті деме. Морщины, 15 дней результат, но веч туга биллер уже на лицо. Через что? Через 15 дней. Нет. Нет. Через 15 меньше время. Не дней. Не дней, а минут. Это Минут. Сарданова Розалия өсі білген багы деге. Так. Тоқтен. Эти комплексный уход қас этаптағы. Өте этапта. Тоқтеті? Төт этапта. Төт этапта. Ким етті Сардана етті да? Сардана en bu manu bitnete da? Сардана etте töte taptahten, söpkettin. Присыл букин плакалларыктар кетим хем хаста. Да, согласна. Хадра битки варта хомен лен бага бапынса, бәсі тәдіски присылын наварым. Так. Активатор ден тугуй. Мера, эфир көрбіттер білат. Что такое активатор? Это что? Мен білебе, Александр. Розалия молодец. Розалия прислал киндик. Ура! Розалияға бұл. Розалияға баттақ маската. Начықтақ маска. Мақтал. Тет присім бартынлерден бағалыстан еға лишка бар. Мияға тет веспеде, мияға бұд веспеде еңі сұрярын. Тағы тақынами манна эфирге білген. Бәғатігер мақтал начық еға болла. Өсі эфир. Өсі бір наға шүй кейінің кітті көргінлер әрі жемін тоққа секірет әті яғым хасын. Сі? Бақаларым. Хасын болар да. Хан болар.
Спасибо, Паша. Ол Спасибо, Ольга. мақтал аны бәғдер мақтал. Хайым, Макталы ол екен. киһибин кытта бастан кепсетиягы. Аха, кини биреметиттен көрдөх пына биллерим хеп. Группага биллерим. Хорошо. Мгм. Мгм. Да. Бу ютубка Спасибо, багытты бу Нанчей.